Хабиб, скажи да на таджикском что-нибудь. Сагира, беги дега. Не, Асалчой сонный бадысёмка. Друзья, мы с очень интересным человеком здесь сидим. Как всегда, Фарход заботится. Смотрите, он говорит сначала Асалчой, Масалчой. Фарход, наконец-то сядь, пожалуйста, мы начнем интервью с нашим братом. Все, брат, начинай. Ты уже запись поставил, да? Я запись уже видел давно. Фарруджон, как ты, брат? Алхамдулилля. Сначала, может, мне надо салам алейкум кинуть всем. Ну, ассалам алейкум всем, кто смотрит, короче. Фарход, расскажи о себе, где ты родился, в каком городе? Я родился в Таджикистане, город Худжанд, раньше назывался Ленабад, 28 декабря 1985 года. Роддом я не помню, не знаю, скорее всего. Если вас это сильно интересует, я могу узнать у мамы, позвоните сейчас. Расскажи, как ты вообще в Америку поехал? В Америку я попал, если честно, я вообще, у меня в планах не было, например, там долго задержаться. США? Да, я хотел там 5-6 месяцев, чтобы, ну, немного научиться английскому там, так как я работал в Таджик Телекоме, там, в отделе маркетинга. Ну, чтобы английский, если ты знаешь, там, ну, получше было бы, понимаешь. И вот так я приехал, за 5-6 месяцев не научился, и потом пришлось обратно приехать. И вот так, когда уже второй раз приехал, у меня там нашел там чем-то, мне было 21. То есть уже у тебя было уже первое высшее образование? Да. Какого учился? Я на экономиста-международника. В каком институте? Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики. Города ходишь? Че, как тебе вообще в Америке жить? Как говорится, где родители, там тебе нравится. Не люблю долго от мамы, там, от родителей далеко находиться. И я сказал, что пришли, и пока я буду пребывать там, чтобы со мной были. И их пригласил. И потом так получилось, что там у меня работа, бизнес, надо было оставаться. Потом вот так мы задержались. Стартап ты начал там, да? Стартап. Да. Как так? Что за стартап у тебя был? Ну, там у меня в основном работа была с туристами. Какими туристами? Ну, со всех стран, кто в Америку прилетает, в основном... СНГ, да? Ты же английский нехорошо знал. Не, уже когда через где-то год-полтора уже у меня английский нормально был. За 1,5 года выучил английский так, что мог с туристами говорить. Гидом был ты, значит? Да. Ну, там, знаешь, когда с туристами ты работаешь, английский ты базовый там хватает, понимаешь? И потом со временем уже, когда ты на другую работу переходишь, тогда уже нужен, ну, хороший английский. А тогда уже, через год мне уже нормально было вот это то, что я знал, ну, чтобы общаться. Уровень английского, когда ты вот первый раз полетел туда? Не знал ничего. Вообще ничего. Ну, Как визу получал, вот это как этап именно какой был? И почему именно Америка, например? Можно же английский еще в Европе выучить. у меня вообще в планах не было. Я приехал к другу, его Искандар зовут. Он вышел, говорит, у меня новости, короче, для тебя. Я говорю, что? Он говорит, вот у меня паспорт, посмотри. Я смотрю, там внутри виза американская. Он говорит, я, короче, уезжаю в Америку. Я говорю, ну это здорово, короче, я поздравил его. Он говорит, если хочешь, поехали со мной. Я говорю, а что за суета? Он говорит, можешь, например, поехать со мной, я тебе покажу человека, кто может сделать тебе приглашение. Пойдешь со мной, например, отучишься немного английский. Сколько у вас в семье? Нас трое, 2 сестры и я. Она говорит, что с тобой? И вот этот момент надо отрезать. До сих пор помню этот момент, когда к нему я подъехал. У меня еще была Волга. И не Волга была, у меня была Opel Omega, короче. Потом я поехал, с ним паспорт домой пошел, забрали, поехали. И я подал, ну, чисто, знаешь, не так, чтобы у меня мечта была приехать или что. Просто с ним просто, чтобы поехать. И потом он уехал, а я остался вот так. Ну, у него английский получше был, поэтому. Мне мама всегда говорила, я хочу, чтобы ты ценил жизнь, кадри, амин, хайоду барой расидан, будешь работать там в мойке, там, например, в ресторане, вот так, и
потом научишься жизни. Ценить, короче, Да, ценить ценить. то, что мы тебе дали. Ну да. Всегда слово мама для меня был закон. Папа тоже. Родители, день. да, по сей день. Что они мне говорят, я стараюсь соблюдать то, что они говорят. И когда ты слушаешься родителей, ты никогда не ошибаешься. И потом как она и сказала, я устроился на мойку. По машину мыть? Да, машину мыть. Ну, там в Америке как? Заходит с одной стороны, выходит с другой стороны. С этой стороны там пылесосишь, с другой там аппарат моет, и когда выходят, другие там вытирают машину, сушат, да. А мы работали где вот... Самый грязный. Да, не, вот пылесосили. И потом, так как я мог делать тонировки, потом меня забрали, я иногда тоже тонировки делал, там полировку. Ну, это когда я был в Денвере. И потом, когда прилетел в Нью-Йорк, я работал, раздавал флайеры. Ну, эти бизнес-карты же есть. Они нам давали, мы просто на каждый дом оставляли по одной. И вот у нас была такая работа. Ну, работал где-то 3 недели, потом нас выгнали с той работы. Потому что, ну, знаешь, иногда мы пораньше уходили, пошел в ресторане, поработал. Я помню, еще до 3 ночи я работал, мне $70 заплатили. Я такой злой пришел. Почему? А сколько должны были заплатить? Ну, тогда всем давали по 120, вот так давали. Мне $70 дали. Ну, всем по 120 дали, а мне 70 дали. Почему? Потому что я первый день был, знаешь. И так мне было обидно. Еще я помню, там официант на меня орал. Я потом такой злой ходил. Ну, потом через пару дней все я забыл. Я забываю, когда кто-то мне делает плохо, я с собой Себе не держишь. Да, себе не держу. Умение прощать, короче, качество сильных людей. Слабые люди не прощают. Да. И что за бизнес ты открыл там? Там много бизнесов было, которые я открывал, закрывал. Там были где-то, например, не пошло, где-то пошло. Знаешь, не один бизнес, который я делал, это там было несколько бизнесов, которые там, А сейчас какой бизнес у тебя? Чем ты занимаешься сейчас? ресторанный бизнес. И в основном тоже с туристами тоже я работаю. Сейчас у меня пару проектов есть, над которыми я сейчас работаю. Один из них будет связан с ММА, с бойцами. То есть хочешь стать менеджером? Не, менеджмент я никогда не хотел, и это меня не интересует из-за того, что я очень переживаю, когда бои смотрю, и нерв у меня не хватит, потому что когда каждый мой друг выступает, как будто мой родной брат выступает. В общем, в Америку когда уже окончательно поехал? В каком городе ты сейчас живешь? В городе? Да, в Бруклине я живу. Когда последний раз в Таджикистане был? Я был в 2009 году. Скучаешь? Очень, очень сильно скучаю, но скоро, иншаллах, полечу. Сейчас кое-какие моменты, сейчас работа там у меня закончится, я потом, иншаллах, полечу. Что вообще, как твоим родителям Америка понравилась? Да, им, как сказать, знаешь, у нас такая семья, что папе, маме, где их дети, им нравится, понимаешь? Я им сказал, если хотите, чтобы у меня там работа, все вот это, я не хочу пока сейчас оставлять. У меня были, например, планы на будущее, что я хочу сделать. Из-за этого я им сказал, если хотите, чтобы я добился своих целей, вы должны быть рядом со мной. Я не могу, вы находитесь где-то там, у меня будет, знаешь, мысли, сам здесь, мысли там, и я не могу, например. Как комфортно они себя там чувствуют? Они не скучают по родине, по своим родным, там, дяде, тете, там? Скучают, они всегда там с кем им нужно на связи, да, по скайпу там. Раньше этих моментов не было, сейчас через видеосвязь разговариваешь, проходит, понимаешь? Фаружок, ты, наверное, знаешь, что в России, в частности, больше 1 миллиона таджиков. Вот. Бачой Гариби Таджик, да, может, что-то хочешь сказать, может, от души им был. Бачой Гариби Таджикистан. Сабру тоқат, как я сказал, чунки барои он ки сабру тоқат ин ҳозир ман ҳамин нав кӯчаҳои Москва гаштагӣ будам. Бисёр бачаҳои масалан ҳамватанои дидам, баъзиҳошон корашон вазбин. Самое главное, они зарабатывают халал, разрешенным путем.
Понимаешь, вот это самое главное, потому что можно заработать большие деньги, бараката не будет. То, что ты заработал халальным путем, то это всегда это хорошо. И самое главное, дуа родителей. Если дуа родителей не будет в вашем бизнесе или вашей работе или учебе, никогда успеха не будет. Для тех, у кого нету родителей, да, там бывают моменты, некоторые, например, потеряли своих родителей, я им что могу сказать? Берегите своих братьев, сестер, потому что братья, сестры, после родителей они незаменимы. Ты не можешь, базара нету, где ты мог бы пойти купить брата или сестру, которые там друзей, жену, детей, ты можешь сделать. Заново. Да. Но, братьев, А брата, сестру, кровных, ты маму не вернешь, папу не вернешь, а они в возрасте, они тебе другого брата или сестру не могут родить. Поэтому, да, берегите своих родителей, свою семью, потому что семья это самое главное, что может быть у человека. Да, Отлично, Рахмат, Фаролин, на самом деле, прям Тасир Бахшут Гафот. Расскажи просто, как ты с Хабибом вообще, с их бандой познакомился? Знаешь, это такой вопрос, который все меня спрашивают. Вы так меня сейчас как бы поймали, да, поймали врасплох, да, не могу это как-то не ответить. Хабиб, он для меня не как боец, он для меня, во-первых, для меня он, как сказать, хороший человек, хороший брат, хороший друг. Я его, когда он еще дрался вне UFC, да, я смотрел, да, я вот этих наших бойцов, кто вот дерется, я за ними наблюдал всегда. И когда он перешел в UFC, мы с отцом всегда смотрели, там, наших бойцов. И вот по виду, вот, когда видишь человека, ты можешь уже дать оценку, какой он человек, кого из себя он представляет. И у него, вот, когда я увидел, да, с отцом мы сидели, смотрели, и за него мы, вот, первый бой, когда у него в UFC было, мы начали уже болеть, знаешь, как, и радовались, когда он выиграл. Как-то получилось, что я точно не помню, какой год это было. Мы познакомились там заочно. Но первый раз я его увидел у себя дома в гостях, я его пригласил по телефону. И он приехал к нам домой. И первый раз, вот, когда я увидел, это было у себя дома его. И еще я помню, он на меня смотрит и говорит, мне показалось, что ты большой, короче, там, на фотках, короче. И вот первое, что он мне сказал, я говорю, извини, что я не такой большой. Ты ему как с ним связался? Мы, например, тоже хотим его пригласить, да? Расскажи нам секреты. Ну, тогда, смотри, Хабиба, да, тогда можно было там дописаться, дозвониться, там народу много не было, кто хочет, например, там болельщики там его не настигали, как сейчас. Понимаешь, он устает. Вот некоторые люди ему пишут, например, спрашивают о помощи, да. Когда человек помогает, он должен дать, например, правой рукой, чтобы левая рука не знала, да. И это не значит, что он всем должен показывать, кому он помогает, кому не помогает. Он многим помогает. Я знаю это лично, что он делает для людей, да. Ну, если так разобраться, если сейчас у всех есть проблемы. У меня тоже есть проблемы, которые я могу сказать, Хабиб, помоги мне, да? Но, например, $1 миллион, если он мне даст, это же хорошо, да? Вот я, например, шучу я, конечно. Но есть люди, которые там хотят что-то выпрашивать у него, да? Ну, на совесть, да. Да, там не отвечает, говорят, там у него миллионы сообщений миллионы сообщений такого рода. И он очень много людям помогает, многим помогает. И никто об этом не знает, Да, и он сам знает, кому помогать. Слушай, вот эта его акция в Африке, что ты об этом думаешь? Что это за... Более подробно расскажи, очень мало известно. Появляется что-то информация и исчезает, появляется информация и исчезает. Ну, насчет то, что он делает, это между ним и Всевышним, понимаешь? Я не хочу разоглашать те тайны, которые он делает, понимаешь? То, что я знаю,
это амана называется, что ты не можешь разглашать чужие секреты, которые тебе, например, кто-то тебе доверился и сказал. Поэтому то, что он делает ради Аллаха, ради Всевышнего. И... У тебя еще один друг есть с Дагестана, которого ты прям называешь прям настоящим братом. Тагир. У меня много друзей. Вообще по всему миру, можно сказать. Ну, Тагир, он, знаешь, не только Тагир, там много братьев, кто из Дагестана, там из других стран. Я со всеми, например, не люблю дружить. Я дружу только с чистыми, у кого хорошее сердце, доброе сердце. Если я вижу что-то не то, я лучше отдаляюсь от таких людей. И у тех братьев, которые вы со мной видите, я считаю, у них очень хорошее сердце, очень добрые люди. Тагир, не знаю, говорил тебе, нет, я про него тоже много фильмов снимал, когда он дрался в Fight Night, я к нему ездил, там его бабушка, у него бабушка кондитерская своя, там очень хороший фильм я про него снимал. Да? Не рассказывал тебе? Не, у нас с Тагиром, когда мы вместе, у нас свои эти, как сказать. Не, у нас свои темы, понимаешь, мы на другие темы не переключаемся, поэтому... Расскажи, чем? Чем старше человек, тем больше ему лет. Заходите, делайте хиджаму. Заодно рекламу сделал, да? Расскажи про этого полицейского. Полицейский. Его зовут, его фамилию скажу, Смис. Он начальник города, вот где, вот центр Манхэттена. Начальник города, центр Манхэттена. Начальник полиции, хотел сказать. Начальник полиции города Манхэттена. Я живу в Бруклине, а работаю в Манхэттене. Ну, он начальник полиции Манхэттена, и этот, как его, он мой хороший друг, он вообще серьезный человек. Вообще, обычно нельзя снимать полицейских, так, ну, если они работают, делают, там, перед всеми можно снимать, но вот такие, которые я снимаю, с начальником полиции не разрешается, но так как он очень хороших отношениях, он знает, я его знаю его семью, его детей, он меня знает, я у них в гостях иногда бываю, да, даже мы... предложил покушать там? Да, он был у меня в ресторане, там он пробовал нашу еду. А что ресторан у тебя приедет к тебе в гости? У меня таджикская кухня была, таджикско-турецкая, вот зайтун был. Я ее... Зайтун? Да. Да. Ну, у меня много людей спрашивают, вот этот зайтун, который в Нью-Йорке и в Таджикистане, они связаны как-то? Нет, то, что в Таджикистане, это не наш. То, что в Нью-Йорке, мы хотели как-то назвать, чтобы и на турецком было тоже значение, и на таджикском, и на арабском, потому что у нас турецко-таджикское было, поэтому мы остановились на зайтун. А сейчас я продал его, потому что у меня другие там планы, да, другие планы. Ну, я не могу сейчас все рассказать, потому что обычно, когда ты что-то делаешь, сначала делаешь, потом надо говорить, потому что если вдруг не получится, потом скажут: Фарух, что это, почему ты так? Мы, кстати, вот назвали Авиценна тоже в честь Абу Али ибн Сина, чтобы было что-то... Ребята, вообще вы молодцы. Вы мне хиджаму, который сделали, я себя сейчас чувствую на лет 10 моложе. Не, автор этих умных слов это не я, если честно. Это все начал Тагир. Уламбек. Да, Уламбеков. И все авторские права принадлежат ему. Он мне запретил говорить умные слова, кроме как с его разрешения. Поэтому, да. Ты сейчас не сказал, да? Да. Но знаешь, как сказать? Расскажи о себе, у тебя есть семья? Да, у меня семья есть, у меня 2 детей. Алхамдулилля, мальчик и девочка, сыну 9 лет, Имран зовут, дочку Асия, ей исполнится скоро, вот в декабре 8. Да, моя дочка очень похожа на меня. Да, все говорят, она похожа на тебя. Ну, вот такой расклад. Есть что-то, что тянет, например, там
домой, в Таджикистан, либо в Россию, там законченные дела, там что-то такие? У вас там есть сейчас родственники только, да, получается? Да, в Таджикистане у меня много родственников, в России тоже много. Конечно, тянет. Родина всегда тянет. Я, например, люди думают, что вот Фарух столько-то лет не был в Таджикистане, там то все. Ну, там у меня были моменты, что я не мог оставлять вот этот. Я не хочу ехать зимой в Таджикистан, я хочу летом, чтобы я не только поехал, увидел родственников, и чтобы там пойти в Кайракум, там на море, покушать там свежие там овощи, продукты, все, что натуральное, знаешь. Да, зимой холодно, я не люблю зиму, понимаешь? А у меня всегда летом, у меня работа в основном кипит летом, понимаешь? А зимой мне неохота ездить, понимаешь? Потому что от того, что я зимой пойду, я полностью не буду наслаждаться вот этими всеми благами, которые Аллах нам дал в Таджикистане. Что ты думаешь насчет того, что ММА в Таджикистане запретили? Я думаю, что это плохо, но сейчас я думаю, по миру вот в Франции запрещено и в Таджикистане. В других странах точно не знаю. Вот то, что две страны, которые я знаю, что нельзя, на то, может быть, и есть и причина, но я думаю, да, вот в Нью-Йорке, да, тоже запрещали, разрешения не было. Это заняло несколько лет, чтобы они разрешили, да, вот этот момент. И потом в конце они разрешили, и сейчас экономика города Нью-Йорка поднялась на несколько, там, на 3-4 раза, и много туристов начали приходить. Там в год они только делают два ивента, да, два карты ставят. И у них резко там налоги, там все, доход поднялся. И вот сейчас в Узбекистане тоже было нелегально. Сейчас вот они разрешили ММА и я надеюсь, что в Таджикистане скоро тоже разрешат вот этот вид спорта. Потому что у нас есть очень хорошие спортсмены, которые могут добиться лучшего результата, если будет это разрешенным видом спорта, чтобы все могли заниматься там на профессиональном уровне. И будут показывать хорошие результаты для страны. Там, если будем проводить, вот если, скажем, после Узбекистана GFC пойдут в Таджикистан, там будут туристы, кто будут приходить. Там экономика тоже, например, на экономику повлияет. И на сам спорт. Да. У нас и сейчас ну, смотри, я думаю, что некоторые ММА смотрят, как будто если ММА там человек тренируется, да, там он будет драться на улице, будут беспорядки. А я что скажу? Человек, который тренируется, да, он все вот эти свою лишнюю энергию он будет тратить в зале, а на улице у него не хватит. Тренировки это дисциплина, понимаешь? Вот этих спортсменов спорт дисциплинирует. Когда запретили, может быть, на тот момент это надо было запретить, понимаешь? А сейчас уже там люди уже начинают понимать вот это, уровень понимания ММА уже увеличивается. Например, уже вот люди смотрят там на наших спортсменов, которые из стран СНГ, там, например, Хабиб, Забит, вот эти ребята, которые показывают хороший уровень. Ну, много там братьев, которые показывают хороший уровень, я не могу всех называть. Поэтому сейчас на это смотрят поколение новое, которые следуют за этим. Ну, они могут тоже добиться хороших результатов и поднять, например, имя страны, сделать, например, что-то благое для своей страны. Вот с Америки ты смотришь, наблюдаешь за таджикским ММА, да? Вот благодаря там Бахи, да, как он снимает крутые видосы, да. Я, например, таджикское ММА полюбил за счет его кадров, я тебе серьезно могу сказать, да. Вот. Ну, познакомился, правда, чуть позже, но реально, это не любительские были камеры, это видно, то, что профессиональные. И я думал, блин, Баха, он вообще делает замечательную работу. Знаешь, он тратит свое время, свои ресурсы, свои деньги, не получает за это ни одной копейки, просто ради блага своей страны он делает. И
я благодарен. Даже если кто-то не ценит, они со временем будут ценить твою работу, Баха. Был бы ты министром спорта, какую бы награду бы ты ему дал? Если был бы министром спорта, я бы его... Почетный. Не, я бы его взял бы заместителем. Не, я министром спорта не хочу. Вдруг наш министр спорта еще обидится на меня. Не хочу. Это очень тяжелая работа. Расскажи про Лоиха Раджабу. Лоих Раджабов, он вообще как человек, как спортсмен, он очень хороший человек. Я его, можно сказать, люблю как своего родного брата. У него, вот, я вижу, с каждым боем у него, он что-то учится, у него, да, прогресс хороший идет. И я думаю, если он сейчас вот этот следующий бой свой выиграет, он может стать одним из мировых звезд в мире ММА, потому что $1 миллион на кону, чемпионский титул, и это было бы очень здорово. Смотри, я не только за Лоиха болею, я за всех спортсменов, которые с СНГ, да, я всегда за них болею, и там особенно, когда они в Нью-Йорке дерутся или в Америке дерутся, я всячески стараюсь там приходить на бои, как-то там поддержать, помочь, чем могу, понимаешь? Там раньше, когда у меня ресторан был, я им едой там до весогонки и после весогонки все вот это. Но то, что когда у меня свой ресторан, я могу сказать вот так сделай официанту, то есть повару, он все то, что как надо может сделать. А так пойти купить, заказать, не получится как ты хочешь, понимаешь? Где-то соль не надо добавлять, там подготовка, там поэтому. Нурулло Алиев сейчас будет драться против Кулата Хамитова. Какие у тебя прогнозы? Что ты думаешь по этому поводу? Нурулло Алиев, он очень хороший боец, молодой еще, у него все впереди. Он должен сейчас тренироваться и не, я имею в виду тренироваться и улучшать свои навыки, да. И если он будет, например, таким темпом будет идти, и он может запросто попасть в UFC и даже стать чемпионом там. Потому что я вижу у него вот эти качества чемпионские есть, которые он не сдается, дух чемпиона у него есть. Еще у нас есть бойцы там, которые хорошо тоже готовятся, там Салим Мухиддинов, там Муин Гафуров. Сейчас вот Мухаммад Наимов, он тоже нормально идет нормальным темпом. Конечно. Что ты думаешь о команде Раджабали Байонова? О команде Раджабали Байонова, я думаю, что они достойные, хорошо тренируются, хорошие результаты показывают. Азам Гафуров там есть, кто был чемпионом. Там иногда бывает, это спорт, иногда ты проигрываешь, потом возвращаешься сильнее, понимаешь? Это спорт, без проигрыша не бывает. Раджабали Байонов, он делает очень хорошую работу, тоже много времени своих ресурсов потратил, чтобы поднять вот этот уровень ММА. И это человек, который делает очень много для таджикского ММА. Я бы сказал, что он один из лучших, кто это делает, который любит свою работу. Можно сказать много об этом человеке. В принципе, он делает очень замечательную работу с нашими спортсменами. Я думаю, что у него сейчас с каждым годом будут новые студенты, которые будут показывать еще лучшие результаты, потому что у него там опыта будет побольше, как все вот это делать. И я думаю, скоро мир увидит хороших наших новых бойцов. Хотя, Фарух, еще один вопрос. Когда ты был у нас на хиджаме, ты сказал, что ваши отношения именно с Хабибом, они такие теплые, да? Вот, помнишь, как ты еще сказал, описал ты, что я могу мало перечислить тех людей, с которыми именно такие отношения. Именно какие? Насчет отношений, отношения у меня очень хорошие. Я сказал, что как Хабиб, людей вообще по жизни очень редко можно встретить, понимаешь? Там не все же знают человека, там, когда ты видишь,
по телевизору или там по Инстаграму это другой человек. А когда ты близко знаешь и знаешь, он какой человек, ты тогда можешь это, описать этого человека. А как Хабиб человека вообще мало найти. У него, сколько бы я ни сказал, я думаю, я бы не описал бы все его хорошие качества. По доброте, некоторые могут подумать, что я из-за того, что он там чемпион или мировая звезда, или что я это говорю, но я клянусь Аллахом, что я не могу вот это то, что я про него говорю, про других сказать. То, что я говорю, я искренне говорю. Сейчас мне вот это не надо говорить, понимаешь? Но то, что ты вопрос задал, я отвечаю, что у него очень хорошее сердце, добрый человек, заботливый и очень ответственный. Вообще. Ну, не зря, короче, наша национальность, да, его любим. Да. Там некоторые говорят, что например, есть люди, которые говорят, почему там Хабиб наших бойцов нету. Конечно, есть. Хабиб, он как мой брат, я его знаю давно. Мы поддерживаем все равно по-любому всех бойцов. Но, например, кому-то могут сказать, вот почему, например, когда наши бойцы выступают, там стадион не заполняют и не поддерживают, да. Но если уровень боя так раскручен, все будут знать об этом бое, все, конечно, будут выходить. Например, кто-то из наших будет драться, там же не все знают его, да, например. Да, там... на самом деле, на бой Азама Гафурова, смотри, что происходило. Очень много, какая мощная была публика. Да, вот, например, смотри, если скажем, например, 20 человек или 50 тысяч человека знают, и когда знают там почти вся страна, это же разница большая. Поэтому нельзя на это обижаться, что вот на наших бойцов не вышли, на Хабиба вышли, понимаешь? Хабиб, он как бы represent, он Смог себя презентовать. Не, он как бы представитель всех мусульман, понимаешь? Он защищает как бы честь, представляет и защищает честь всех вот мусульман, да, как Мухаммад Али. И я думаю, что он останется в истории как одним из лучших, кто это сделал. И последний вопрос, твой прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов против Тони Фергюсона? Знаешь, я давно смотрю бои и давно увлекаюсь этим. И я думаю, что вот среди последних 5 боев, которые Хабиб провел, самый легкий должен быть с Тони Фергюсоном. Да, люди могут сказать, ты с ума сошел или что, но я знаю, там, может быть, я ошибаюсь, но по тому, то, что я вижу, то, что я понимаю в спорте, да, я знаю, что там прессинг, который Хабиб там делает, Тони Фергюсон, это не по зубам, можно сказать. Он его, я думаю, если схватит, он вообще... Возьмет, да. Он сейчас много разговаривает, это Тони Фергюсон. Ну, это Хабиб уже different level, как говорится, другой уровень. Поэтому я думаю, это самый легкий бой будет для него, иншаллах. Мне больше не осталось, на самом деле, вопросов. Фаруджон, вот, не знаю, что еще задать вопрос. Саламат, большое спасибо тебе большое, что Вопросов очень много, но мы видим, да. Что ты торопишься. Но мы уже с ним разговариваем почти 2 часа. Я устал, если честно, от вас, ребята. Да не, шучу, не берем. Мардуми Тоджикистон ба ҳамин пажелани ман ки сабр, дуи падару модарро гирифтан и чтоб ҳамин любой коре ки мекунанд бояд адилу ҷон то, что тебе нравится. Я не знаю, ҳамун мақсадат мераси успешный, да. А если ты не знаешь, это тебе нравится или не нравится, ты наполовину хочешь, наполовину не хочешь, уже надо оставлять это дело. Надо находить то, что тебе нравится делать. У меня еще эфирное время есть, чтобы рекламу сделать. Короче, хиджама, да, хиджама Авиценна, это, я вам скажу одно, это, можно сказать, одна из
не одна из лучших, самое лучшее место, где я был, насчет сервиса, условий, услуги. Это я рекомендую. И если вам не понравится их услуга, я отвечаю, я вам плачу ваши деньги, которые они у вас забрали, если вам не понравится. Я никогда не позволю, чтобы именно сервис был чуть хуже. Спасибо тебе большое за твое доверие, брат.